Доброе утро! Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. 3 декабря на календаре, день недели, среда. И сегодня в России отмечается День неизвестного солдата, День людей с инвалидностью, а профессиональный праздник сегодня у юристов нашей страны. Поздравляем их. Ну а далее предлагаю ознакомиться со свежим прогнозом погоды на день 3 декабря. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -11, -26 градусов. Днем ожидается -10, -25. В Заречье утром -13, -27, днем -12, -28 градусов. В южных Улусах -13-14 утром, днем до -13. В Вилюйских Улусах -10, -11 утром, днем -8, -10 градусов. В Нижнеленских Улусах -16, -24 утром, днем -15, -23. В западных -10, -11 утром, днем также -10, -11. В Колымо-Индигирских -21, -34 утром, днем ожидается -22, -33 градуса. В Янских Улусах -22, -25 утром, днем -25, -30. В северо-западных -4, -19 утром, днем -6, -20. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -24 градуса. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер переменный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске сегодня ожидается -18, -20 градусов. Отличная погода для декабря, согласитесь. Далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Передаю слово своим коллегам. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. В Якутию поступили бесплатные лекарственные препараты, предназначенные для амбулаторных больных с COVID-19. До этого бесплатным лечением могли воспользоваться только стационарные больные. Напомним, в начале ноября на эти цели из федерального центра в регионы было направлено более 5 миллиардов рублей, 36 с небольшим миллионов из которых выделено Якутии. Между тем, регион начал выдавать бесплатные лекарства для амбулаторных больных с ковид еще в сентябре. Из резервного фонда на эти цели также были выделены дополнительные деньги. После всех необходимых закупочных процедур коробки с препаратами уже направлены в медорганизации региона. В среднем на одного пациента, лечащегося на дому, будет потрачено 7,5 тысяч рублей, то есть бесплатные лекарства смогут получить порядка 5000 больных граждан. Все препараты будут выдаваться строго по предписанию лечащего врача. Более 12 тысяч препаратов уже поступило, распределены во все медицинские организации нашей республики. Кроме того, идет также поступление дальнейших других препаратов. Тоже будет распределено в медицинские организации. Противовирусные препараты и антибактериальные препараты. В том числе надо отметить фавипиравир. Это новый противовирусный препарат именно для лечения легкого течения заболевания новой коронавирусной инфекции. В Якутии программа «Местные кадры в промышленность» продолжает работу. Всего за 3 года в крупные промышленные компании трудоустроились по этой программе свыше 21 тысячи человек, а в этом году 5280. Из них больше половины молодежь, остальные жители поселков.
Например, с Вилюйского Улуса в текущем году трудоустроились 185 человек. Что касается требований работодателей, то нужно, чтобы у соискателей были профессия, опыт работы и несудимость. А если нет соответствующей профессии, центры занятости районов рады помочь. Благодаря этому ежегодно в среднем 2000 человек осваивают новые для себя рабочие навыки и профессии. А оставить заявку на поиск работы сейчас заметно стало проще. Надо обратиться на портал «Работа в России», так, либо на портал «Работа в Якутии». Там есть специальные баннеры трудоустройства промышленной компании. Там нужно оставить анкету, и значит, с вами уже свяжется непосредственно специалист центров занятости. Зрителями модного показа Arctic Fashion Show 2020, прошедшего накануне в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», стали эксперты из Москвы. На онлайн-показах якутских модельеров были приглашены представители Национальной палаты моды, топ-стилист Гала Борзова и известный российский меховой дизайнер Ирина Крутикова. Напомним, что центральной темой Arctic Fashion Show стала повестка сохранения традиций народов Арктики и чистоты северной природы в условиях глобального изменения климата. По словам экспертов, главным вызовом в сфере модной индустрии на ближайшие десятилетия станет проблема безотходного производства. Общее впечатление великолепно, культурно, аккуратно. Мне это все очень понравилось. А теперь еще вопрос, чтобы это внедрить, чтобы это сшить и чтобы это покупали люди. Безотходное производство, чтобы все перерабатывали. Перерабатывали не на заводах, а сразу в разработку закладывать переработку. Трехлетний Дзян Юнбо, маленький игрок в настольный теннис, стал настоящей сенсацией в Китае. После того, как видеоролики, демонстрирующие его незаурядные таланты, стали популярными в интернете, мальчик-вундеркинд по прозвищу «Маленький Моти» начал играть в настольный теннис, когда ему исполнилось 1,5 года. С тех пор бабушка Дзяна занялась тренировками юного таланта. Когда он вырастет, продолжит ли он играть в настольный теннис или нет, будет зависеть от его предпочтений. Если ему действительно нравится этот спорт, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его. Ролики, показывающие, как Дзян Юнбо играет в настольный теннис, стали популярными на платформе китайском аналоге сервиса TikTok и помогли маленькому Моти собирать тысячи подписчиков. Таковы новости к этому часу. Желаем вам удачного дня. Берегите здоровье, носите маски. Спасибо коллегам, и мы продолжаем наш эфир. Сейчас предлагаю прослушать астрологический прогноз, что нам скажут звезды на день 3 декабря. Узнаем уже сейчас. Овны. Сегодня все так, как вы хотите, и состояние спокойствия вновь появится в вашей жизни. Вы будете наслаждаться прекрасными моментами с близким вам человеком. Сегодня не обращайте внимания на слова завистников. В первую часть дня вы увидите замечательные изменения в поведении вашего спутника по отношению к вам. Маленькие жесты, сделанные от сердца, непременно порадуют вас. Тельцы. Близкому вам человеку может понадобиться совет, чтобы поднять его боевой дух. Вы быстро решите ситуацию. Хорошее настроение, которое у вас есть, порадует всех вокруг. Вы получите сегодня заслуженную похвалу от людей, которые хотят быть с вами ближе. Близнецы оптимистично относятся к проекту, над которым работали в последнее время, и все вокруг, похоже, способствует его завершению. Успех уже очень близок. Вы познаете замечательные моменты успеха, что будет хорошим толчком для поддержания вашего благополучия. Больше времени посвящайте семье, они самые важные люди в вашей жизни. У раков сегодня день полный интересных сюрпризов. Вы получите новости от очень дорогого человека, с которым не говорили долгое время, и это наполнит вашу душу радостью. В семье царит прекрасная атмосфера. Возможны новые встречи, особенно приятные они будут для одиноких представителей этого знака. Львы.
Друзья и близкие вам люди полны решимости поддержать вас в изменении вашего способа видеть вещи, чтобы избавиться от пессимизма, который одолел вас в последнее время. Не возражайте. Объявляется красочный день, который поддержит в вас хорошее настроение. Здоровье сегодня может быть нестабильным. Не переутомляйтесь. Девы получат ответы, которые долго ждали. Объявляется спокойный день с моментами личного расслабления и отдыха. Весь день дева проведет, пытаясь обратить на себя внимание. И это с успехом удастся. Новые знакомства могут превратиться в роман. Весы. Посвятите этот день покупкам для дома. Этого момента вы давно ждали. Возможно, изменения в профессиональном плане, если вы обратите внимание на более выгодные предложения и не побоитесь их рассмотреть. Юмор, который вы не можете контролировать, иногда не всем нравится вокруг вас. Меньше сарказма сегодня. Скорпионы сегодня направят энергию в нужном направлении, прояснив некоторые аспекты, которые не понимали или которым не уделяли достаточного внимания раньше. В первой половине дня вы должны прислушаться к пожеланиям своего спутника по жизни, даже если вам это не нравится. Так вы избежите ссоры. Стрельцы почувствуют себя полными энергии, и это не может не радовать окружающих вас людей, которые почувствуют себя в хорошем настроении. Постарайтесь быть спокойными, иначе недоразумения на работе и в личных отношениях могут заметно повлиять на вас. Занятия спортом могут помочь сегодня обрести баланс, даже если вы их не любите. Козероги. Уделите больше внимания спорту. Человек из вашего ближнего окружения удивит вас приятным сюрпризом. Но безразличие, которое вы пытаетесь постоянно показывать, не приведет вас к желаемым результатам. Вам нужно задуматься над этим. Что касается любви, то сегодня вы самый удачливый из зодиака. Водолеям нет необходимости постоянно беспокоиться о здоровье, просто нужно больше отдыхать. Вы можете воспользоваться этим днем, чтобы насладиться видами деятельности, которые помогут вам расслабиться. Хотя у вас развитое чувство ответственности, иногда вам случается забывать о своих обязанностях. Рыбы имеют все ресурсы, чтобы провести день полный приключений. Также можно его посвятить отдыху, если есть такая возможность. Ничто не может изменить ваше настроение, и энтузиазм, и энергия, которые сопутствуют вам, помогут наслаждаться всем тем, что вокруг вас. Добро пожаловать в новый день, а мы продолжаем знакомить вас с интересной утренней информацией. Так, компания Apple и Google выпустили отчет о тенденциях эмодзи. Это очередное исследование показало, что смайлы в современном мире начинают играть гораздо большее значение и влияние, чем задумывалось когда-то их создателями. Это подтверждают и российские исследователи. Так, по результатам опроса, 93% пользователей сети интернет сегодня используют смайлики для поднятия настроения разговора. 91% чтобы оказать поддержку человеку, а 65% таким языком проще выражать свои мысли. Также во всем мире растет потребность разработки и использования инклюзивных эмодзи, изображающих людей с ограниченными возможностями. 53% опрошенных ответили, что с большей вероятностью начнут переписку с менеджером по продажам услуг или откроют деловое письмо на почте, где в теме есть смайлы. В России в Пермском исследовательском университете проанализировали переписки и посты в социальных сетях около 1000 человек. И вот что выяснили. Смайлы и эмодзи, выражающие любовь, часто используют в своих сообщениях и постах люди с низкой самооценкой. Мужчины и женщины с высокой самооценкой, в принципе, стараются использовать сердечки и поцелуйчики в переписке только очень адресно и конкретно тому человеку, которому испытывают данные чувства. Также мужчины реже женщин, буквально единицы, используют такие эмодзи, как подмигивание, печаль, задумчивость, злость, вина и смущение. Самые часто используемые эмоджи в России: на первом месте огонь, на втором поцелуй, на третьем смайл, плачущий от смеха. Вот теперь вы знаете, чем поставить очередной смайлик, стоит хорошенько подумать над тем, какой и стоит ли вообще это делать.
Ну а пандемия кардинально поменяла жизнь каждого из нас. Вот уже как год весь мир пытается подстроиться под новые правила существования. Одним из основных пунктов нового перечня обязанностей граждан является, конечно же, ношение масок. Деятели сферы моды стали придумывать разные маски со всевозможными дизайнами. Ну а самой дорогостоящей маской на планете стала маска в $1,5 миллиона. За использование заказа взялась ювелирная фирма, которая базируется в Израиле. Дизайн маски и саму идею предложили очень состоятельный человек, но о нем ничего не известно. Единственная информация, которой владеют ювелиры, это то, что человек крупный бизнесмен и родом из Китая. Взглянув на маску, можно лишь выразить восторг, ведь она выглядит просто потрясающе. Ее делали в соответствии со всеми медицинскими стандартами. Она не только выступает в роли красивого аксессуара, но и полноценного средства личной защиты. Для того, чтобы ее создать, было использовано 250 граммов золота, а также почти 4000 черных и белых бриллиантов, которые в совокупности составляют около 300 карат. После изготовления маска была доставлена заказчику, и теперь в мире существует лишь одна такая вещь, не только по дизайну, но и по цене. А вы хотели бы себе такую маску? Интересно. Ну, наверное, не каждый себе это может позволить, даже если очень захотеть. Далее мы прерываемся на небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш эфир. Аксыне 30 күнүгө ындыкасаха ахагаты бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супербилистере ойноллар. One Toyota машина. Жокускайга One Бесир участага онтон датын сынала билистер. Ойнитуга кыттар матамир магын сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагер. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кылсоғоттон, эрге сүттер кемче кейиттен, оғотун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллыр эбәттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун соруналы. Сети магазинов ДНС. Черная пятница! С 24 ноября по 6 декабря. Успейте поймать смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S всего за 29 999 рублей и смартфон Oppo A91 всего за 15 999 рублей. ДНС больше, чем кажется. Или нарга хоту соғыру ден арақсываққа үйелек елейені кім қағытығытта сетімнеғайн. Улу өбігелер бөт үтігестерін хеңеріне сылжар қағып бұтығар, сұрутың, ағың, соргута көтөксің. Мужчина с самого рождения растет опоясанный ремнем, к которому прикреплен спутник на всю жизнь – якутский нож. Верный друг охотника – универсальное орудие труда. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Далее поговорим о реализации государственной и национальной политики в нашей республике. В нашей студии заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Татьяна Пяткина. Татьяна Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с такого вопроса. Сколько на сегодня проживает, какое население, да, в Якутии? Республика Саха-Якутия является достаточно многообразной национальной республикой, и на ее территории проживает 129 национальностей. Необходимо отметить, что наиболее крупные общности этнические составляют народы Саха, русские, эвенки, украинцы и эвены, ну и так далее. Ага. Татьяна Николаевна, ну, на сегодняшний день, да, межнациональная обстановка в нашей республике, она какая? Имеются ли
конфликтные ситуации? За первое полугодие 2020 года межнациональную и межконфессиональную обстановку можно характеризовать как устойчиво стабильную. Конечно, возникают конфликтные ситуации среди представителей разных национальностей, но они имеют исключительно бытовой характер. Мы, конечно, очень внимательно следим за данной ситуацией. Правоохранительные органы очень оперативно реагируют и отрабатывают данные вопросы. Необходимо отметить, что Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия еженедельно проводит совещания с председателями, представителями национально-культурных объединений. Мы обсуждаем проблемные вопросы и не только, которые возникают, ну и, конечно же, совместно, сообща их решаем. Ну, является ли Дом дружбы народов имени Кулаковского конкретно площадкой для национально-культурных объединений? Да, Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского является площадкой для диалога власти и также институтов гражданского общества. Для представителей национально-культурных объединений Дом дружбы народов стал уже родным домом. Значит, в стенах Дома дружбы народов занимается 28 творческих коллективов и более 70 национально-культурных объединений, диаспор, общин. Надо сказать, что они очень дружно сосуществуют между собой, да, проводят совместные праздники и не только. В Доме дружбы народов работает ресурсно-образовательный центр. Специалисты центра помогают общинам, диаспорам подготавливать проекты для участия в грантах главы Республики Саха-Якутия, а также президента Российской Федерации. Ну, Ассамблея народов России, да, впервые провела конкурс на соискание Всероссийская общественная премия за личный вклад и этнокультурное развитие и укрепление единства народов России, гордость нации. Вот немного о данной премии. Да, это очень такое значимое событие в Российской Федерации. Ассамблеей народов России впервые была учреждена такая премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление народов России. Заявок со всей России поступило более 700. И надо отметить, что Министерство по внешним связям и делам народов выступило координатором. Мы собирали заявки по 7 номинациям, значит, от органов исполнительной власти, муниципальных образований и общественных организаций. От Республики Саха-Якутия всего было направлено 51 заявка. И по итогам комиссии было принято решение, что лауреатом второй степени за лидерство национально-культурных объединений у нас лауреатом второй степени стал Добрянцев Анатолий Анатольевич. Это председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Вот, необходимо отметить, что данной организации в 2020 году исполняется уже 20 лет. Ну, а какие преимущества дает вот эта премия? Ну, несомненно, определяется вот личный вклад да, гражданина, который активно принимал участие в жизни республики и, конечно же, внес свой определенный вклад в ее развитие, в развитие межнациональных отношений. Татьяна Николаевна, мы знаем, что известно всем, что недавно прошел этнографический диктант. Да? Несколько слов о диктанте и сколько и как, главное, да, написали жители республики этот диктант. Да, этнографический диктант проводится ежегодно Федеральным агентством по делам национальностей и совместно с Республикой Удмуртия. Республика Саха-Якутия, как всегда, приняла очень активное участие. Значит, всего более 21 тысячи участников было представлено. А если говорить в целом об участии жителях России, да, то это более 1 миллиона 700 тысяч человек написали этнографический диктант. Значит, это представители 85 регионов и 123 зарубежных стран. Значит, вопросы составляли вот общего характера, значит, 20 вопросов, и 10 это уже региональные вопросы. Что они позволяли? Позволяли определить уровень знаний вот, национальной именно политики. Татьяна Николаевна, что-то вам хотелось бы сказать в заключении нашего разговора?
В заключение мне бы хотелось пожелать, чтобы мы все, многонациональный народ Республики Саха-Якутия, жили в мире и согласии. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Я желаю вам дальнейшей плодотворной работы. Отличного дня сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, что сегодня, 3 декабря, отмечается День неизвестного солдата. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Эти слова высечены на могиле неизвестного солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. Сегодня один из самых печальных праздников – День неизвестного солдата. День для праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата. Его перенесли сюда из братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград. Сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс «Штыки». Скульптурная композиция могилы неизвестного солдата в Москве была сформирована в 1967 году и с тех пор практически не изменилась. Она состоит из могилы с вечным огнем, аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. Именно здесь находится пост номер 1, самый главный караульный пост России. Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым. Это удалось определить по сохранившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Не было их и у миллионов воинов, погибших в боях за Родину. Они навсегда остались неназванными. Мемориал в Александровском саду стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей приходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их родные. А мы переходим к следующей теме. Бесплатные консультации по упаковке и быстрому запуску разработок на инфраструктуре российских железных дорог проходят в эти дни в Якутске. И с нами на прямую связь по скайпу выходят эксперты стартап-марафона «Стартап-депо», Сергей Богданов, генеральный директор Yellow Rockets, и Василий Ефимов, генеральный директор венчурной компании Якутия. Доброе утро, уважаемые гости, эксперты. Как настроение ваше? Доброе утро, все отлично. Отлично. Ну, давайте начнем с вопроса, для чего запущена программа «Стартап-депо». Название оно такое имеет интересное. Ну, давайте, может быть, я расскажу. Давайте. Да, на самом деле, если встать на место стартапа с маленькой компанией, которая только начинает выходить на рынок, продавать, очень сложно начинать сотрудничать с большими корпорациями, такими как РЖД. И понятно, что это не работает так, что, например, там пойти и там напрямую, например, в РЖД, там, не знаю, написать письмо на генерального директора или еще как-то. То есть нужны какие-то возможности взаимодействия с крупной корпорацией. Ну и, соответственно, вот то, что сейчас проходит в Якутии, программа «Стартап-депо», это такой возможность взаимодействия стартапов, это интерфейс взаимодействия между стартапами и крупной корпорацией. Представители РЖД, конкретно Дальневосточной железной дороги, приехали сюда, в Якутск, для того, чтобы познакомиться с местными стартапами, познакомиться с предпринимателями, выбрать тех, которые могут быть полезны, решения которых могут быть полезны для российских железных дорог, отобрать их и в будущем запустить вместе с ними пилотные проекты и масштабировать их. Угу. Ну вот на что в первую очередь обращается при рассмотрении проектов, да, которые представляются, и каким образом будет проверяться жизнеспособность той или иной идеи? Ну, обычно, конечно, это экспертная оценка представителей корпораций. То есть, действительно, оценивается возможность реализации на площадках РЖД проектов, возможность применения продуктов или услуг. Конечно же, оценивается экономический эффект. То есть, все равно РЖД – это бизнес.
И важно стартапу, основателю стартапа показать корпорации, что она или больше денег заработает с учетом применения этого проекта, или наоборот сэкономит деньги, то есть экономический эффект. Ну и, соответственно, конечно, уже позднее, когда будут реализованы пилотные проекты на площадках Дальневосточной железной дороги, нужно будет действительно доказать возможность применения этих продуктов или услуг на площадке. И если все будет хорошо, то, конечно, иметь такого клиента, как РЖД, я думаю, что любой стартап будет счастлив, потому что это огромный рынок, это возможность быстрого и большого масштабирования, конечно, это большой успех для стартапов в случае возможности реализации. Ну, как и все, наверное, начинающие стартаперы все-таки допускают ошибки, да? Какие самые роковые ошибки можете назвать и насколько важно уметь презентовать свой продукт? Ну, здесь и могу я прокомментировать, наверное, да, Сергей, если позволишь, да. Ну, вообще, на самом деле, я бы хотел бы еще вернуться к первому вопросу, быстренько вот дополнить, да, почему вот корпоративный сектор, в принципе, заинтересован искать инновационные проекты, и они даже ищут их и у нас, в Якутии. Потому что вот многие крупные компании, они осознали то, что сейчас инновации, они не только могут внутри генерироваться, да, но их очень много и снаружи. Вот, и очень здорово то, что вот Yellow Rockets вместе с РЖД организовали это именно в Якутии, потому что здесь у нас действительно есть стартапы, которые могут дать ценность крупному корпоративному заказчику. А что касается вот критериев, да, то, наверное, один из основных критериев – это все-таки команда, и плюс должна быть какая-то технологическая составляющая, потому что и в ней должна быть какая-то уникальность. А что касается вот ошибок основных, да, то вот на нашем опыте, я думаю, то, что Сергей подтвердит, то, что есть большое такое заблуждение, что люди не делятся своими идеями. То есть они их держат внутри, они боятся то, что идеи украдут, но идея сама по себе ничего не стоит. Самое главное – это исполнение, как ты делаешь, как ты работаешь. И вот одна из основных также ошибок – это когда стартап в единственном числе. То есть это тоже такой путь практически в никуда, так как предпринимательство, технологическое предпринимательство – это все-таки командный спорт. Ну, вот такие две основные ошибки, которые вот мы с которыми зачастую сталкиваемся. Я думаю, Сергей здесь дополнит. Да, абсолютно согласен с Василием. Я думаю, что еще это очень важно, в том числе в чем плюс программы «Стартап-депо», которые сейчас вот проходят в эти дни в Якутске, это возможность для стартапов проверить свою бизнес-идею. То есть, на самом деле, большинство стартапов, если не получается в итоге стартап, например, закрывается, да, не закрываются, как правило, не потому, что они не смогли что-то сделать, а закрываются они потому, что сделали то, что никому не нужно, да, то есть как бы делается продукт, потом продать его сложно. Так вот как раз такие программы, в том числе, это возможность проверить рынок, то есть возможность пойти к клиенту, узнать, что нужно клиенту, в данном случае в лице РЖД, и, соответственно, если мы понимаем, что продукт там немножко нужно доработать, то это как раз возможность немножко разворота, немножко, возможно, видоизменения бизнес-модели или продукта, и в дальнейшем, соответственно, это все помогает быстрее выходить на рынок. То есть, я уверен в том, что, наверное, одна из основных ошибок стартапа – это делать то, что еще не проверено, что нужно рынку или не нужно, и тратить на это свои ресурсы, свое время, деньги. Соответственно, конечно, лучше сначала уточнить, что нужно рынку, валидировать, то есть уточнить, насколько правильная изначальная идея, правильная бизнес-модель, и в дальнейшем уже, соответственно, реализовывать этот проект. Как раз в том числе это такая возможность для стартапов сейчас. Действительно, отличная возможность. Сергей, Василий, спасибо вам за подключение. Думаю, эту тему мы еще обязательно поднимем в рамках нашего эфира. Удачи вам, плодотворной работы. Ну а далее слово передаю своим коллегам из информационной службы. Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. В Якутию поступили бесплатные лекарственные препараты, предназначенные для амбулаторных больных с COVID-19. До этого бесплатным лечением могли воспользоваться только стационарные больные. Напомним, в начале ноября на эти цели из федерального центра в регионы было направлено более 5 миллиардов рублей, 36 с небольшим миллионов из которых выделено Якутии.
Между тем, регион начал выдавать бесплатные лекарства для амбулаторных больных с ковид еще в сентябре. Из резервного фонда на эти цели также были выделены дополнительные деньги. После всех необходимых закупочных процедур коробки с препаратами уже направлены в медорганизации региона. В среднем на одного пациента, лечащегося на дому, будет потрачено 7,5 тысяч рублей. То есть бесплатные лекарства смогут получить порядка 5000 больных граждан. Все препараты будут выдаваться строго по предписанию лечащего врача. Более 12 тысяч препаратов уже поступило, распределены во все медицинские организации нашей республики. Кроме того, идет также поступление дальнейших других препаратов. Тоже будет распределено в медицинские организации. Противовирусные препараты и антибактериальные препараты. В том числе надо отметить фавипиравир. Это новый противовирусный препарат именно для лечения легкого течения заболевания новой коронавирусной инфекции. В Якутии программа «Местные кадры в промышленность» продолжает работу. Всего за 3 года в крупные промышленные компании трудоустроились по этой программе свыше 21 тысячи человек, а в этом году 5280. Из них больше половины молодежь, остальные жители поселков. Например, с Вилюйского Улуса в текущем году трудоустроились 185 человек. Что касается требований работодателей, то нужно, чтобы у соискателей были профессия, опыт работы и несудимость. А если нет соответствующей профессии, центры занятости районов рады помочь. Благодаря этому ежегодно в среднем 2000 человек осваивают новые для себя рабочие навыки и профессии. А оставить заявку на поиск работы сейчас заметно стало проще. Надо обратиться на портал «Работа в России», так, либо на портал «Работа в Якутии». Там есть специальные баннеры трудоустройства промышленной компании. Там нужно оставить анкету, и значит, с вами уже свяжется непосредственно специалист центров занятости. Зрителями модного показа Arctic Fashion Show 2020, прошедшего накануне в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», стали эксперты из Москвы. На онлайн-показах якутских модельеров были приглашены представители Национальной палаты моды, топ-стилист Гала Борзова и известный российский меховой дизайнер Ирина Крутикова. Напомним, что центральной темой Arctic Fashion Show стала повестка сохранения традиций народов Арктики и чистоты северной природы в условиях глобального изменения климата. По словам экспертов, главным вызовом в сфере модной индустрии на ближайшие десятилетия станет проблема безотходного производства. Общее впечатление великолепно, культурно, аккуратно. Мне это все очень понравилось. А теперь еще вопрос, чтобы это внедрить, чтобы это шить и чтобы это покупали люди. Безотходное производство, чтобы все перерабатывали. Перерабатывали не на заводах, а сразу в разработку закладывать переработку. 3-летний Дзян Юнбо, маленький игрок в настольный теннис, стал настоящей сенсацией в Китае. После того, как видеоролики, демонстрирующие его незаурядные таланты, стали популярными в интернете, мальчик-вундеркинд по прозвищу «Маленький Моти» начал играть в настольный теннис, когда ему исполнилось 1,5 года. С тех пор бабушка Дзяна занялась тренировками юного таланта. Когда он вырастет, продолжит ли он играть в настольный теннис или нет, будет зависеть от его предпочтений. Если ему действительно нравится этот спорт, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать его. Ролики, показывающие, как Дзян Юнбо играет в настольный теннис, стали популярными на платформе китайском аналоге сервиса TikTok и помогли маленькому Моти собирать тысячи подписчиков. Таковы новости к этому часу. Желаем вам удачного дня. Берегите здоровье, носите маски. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Что объединяет самых стильных людей города Якутска по будням с 12:00 до 16:00. Обеденный перерыв в крыше. Присоединяйтесь.
Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. В «Респекте» скидки на ноутбуки до 30%. Якутск, Ленина, 36. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Хочется теплых встреч, ярких событий. Полностью оборудованная кулинарная студия Food Life с профессиональными поварами и современной техникой. Вы сами приготовите самые необычные блюда весело и легко, с чашкой ароматного напитка, за вкусными разговорами. Проведите праздники и встречи в кулинарной студии Food Life. Добро пожаловать в новый день, 3 декабря на календаре. Согласитесь, не совсем приятные дни бывают у каждого из нас. Но главное не погружаться в негатив с головой и уметь вовремя переключиться. Следующие несложные приемы, я очень надеюсь, вам помогут. Зимой люди по своей природе легко впадают в уныние, а это неблаготворно влияет на работоспособность и ресурсное состояние. Хочется себя пожалеть, погрустить, послушать песни о неразделенной любви. А если судить по некоторым песням нашей эстрады, мы, конечно же, меланхолики. Ну а в жизни, на самом деле, мы еще те оптимисты. И если вы сбились с пути, мы сейчас покажем вам пару приемов, как повысить себе настроение. Первое. Бодрый плейлист. Составьте плейлист из любимых треков, которые заряжают вас энергией. Никакой меланхолии, ну разве что чуть-чуть. Кассиор карманов просто чудесен. Второе. Физическая активность. Помните о связи между психическим и физическим здоровьем. Поэтому потанцуйте, попрыгайте, сделайте легкую разминку. Для выработки эндорфинов подойдет любая физическая активность. Третье. Звонок другу. Наверняка у вас есть чаты с друзьями. Напишите туда. Добротная порция слов поддержки, шуток и стикеров с Энджи исправят ситуацию. Еще лучше позвонить своим близким или встретиться с ними. Приятные социальные взаимодействия делают нас счастливее. Четвертое. Простые цели. Плохое настроение и апатия лишают сил и работоспособности. Не ругайте себя. Если день так себе, запланируйте 3 простых дела вместо 10 сложных. Достижение цели, пусть и небольшой, вернет чувство удовлетворенности собой. Пятое. Маленькое желание. Исполнение желаний всегда действует воодушевляюще. И если прямо сейчас вы не можете отправиться в долгожданное путешествие, то наверняка способны сделать что-то менее масштабное, но приятное. Подумайте, что именно. Вкусная еда, теплая ванна, спонтанная прогулка. Такие вроде мелочи работают безотказно. Шестое. Время отдыха. Плохое настроение – часто результат стресса и усталости. Если это ваш случай, позвольте себе передышку. Отложите телефон и дела, полистайте журнал, прогуляйтесь или просто вздремните. Короткий тайм-аут вряд ли способствует апокалипсису, зато восстановить силы и настроение вполне может. Седьмое. Спасибо самому себе. Еще одно простое упражнение, которое напомнит вам, что все не так уж плохо. Даже если сегодня ноябрь и все валится из рук, составьте список из 10 вещей, за которые вы можете сказать себе спасибо. Вкусно или плотно позавтракали? Отлично. Прочитали полезную статью? Здорово. Вам нужно найти ровно 10 поводов для похвалы. Надеюсь, после наших советов ваша жизнь забьет ключом и хорошее настроение долго будет не спадать. Ты молодец, у тебя все получится.
Спасибо Максиму за такой позитивный материал. А мы продолжаем. Сегодня возможности ярко и увлекательно провести свой досуг более чем достаточно. Но многие продолжают активно знакомиться с афишей и покупать билеты в кинотеатр. С появлением интернета вроде бы ажиотаж должен был уменьшиться, однако билеты на сеансы продолжают раскупаться с высокой скоростью. Особенно если речь идет о премьерах. Кстати, сегодня в кинотеатре «Синема Центр» состоится премьера документального фильма «Мой личный дракон», так что не пропустите. Ну а с премьерами этого четверга знакомимся в нашей еженедельной рубрике. После страшной трагедии в семье маленькая Роуз остается круглой сиротой. Девочку отправляют жить в женский монастырь, так как ей больше негде найти пристанище. Спустя 10 лет она решается навсегда связать свою жизнь с обителью. Когда до принятия монашеских обетов остается немного времени, Роуз начинает ощущать на себе влияние тех же демонов, которые когда-то преследовали ее отца Уильяма. Ее мучают дурные сны, которые сливаются с реальностью. Она не только ускользает из настоящего и слышит жуткие голоса, но и сомневается в своей вере. «Я с трудом могу отличить свои воспоминания от кошмаров и вижу то, чего нет», — в ужасе шепчет она на исповеди. Она видит лишь то, что показывает ей демон. Фильм «Проклятие монахини Роуз» произвел фурор на кинофестивале «Снокфест Фильм Фестиваль». Актриса Девани Пин выиграла приз за лучшую женскую роль, а сама картина получила признание аудитории, взяв приз зрительских симпатий. «Проклятие монахини Роуз». Также в кинотеатре «Лена» продолжается показ якутской исторической драмы «Тыгын-Тархан», семейное фэнтези «Питер Пен и Алиса в стране чудес», триллер «Линия горизонта», российская спортивная драма «На острие» и фильм ужасов «Изгоняющий дьявола. Инсомния». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ты следующая, милашка. Избави нас от лукавого, покинь ее тело и отпусти душу. Повелеваю, изойди! Изгоняющий дьявола. И просто трачу свой прайм на тебя. И просто трачу свой тайм на тебя. Я просто трачу себя, я без сдачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба, между нами война, между нами пыльба, между нами вода, между нами вода. Давай на тет-а-тет, ты и мы тет-тет, я прикрываю свой тыл. Пара, -1, я. Где же ты, где я? Тратил себя по КТ, я. Стабильно стал холостым, я. Чуть не погиб молодым, я. Я просто трачу свой прайм на тебя. Я просто трачу свой тайм на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимая. Я просто трачу себя, силу себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, силу себя на тебя. Это дедлайн, я потратил весь прайм. Для мне нужен скайлайт, чтобы отсюда слинять. Между нами контра, это Mortal Kombat. Ты вампир, я Blade 2, в первом он без ствола. Давай на тет-а-тет, ты и мы тет-тет, я прикрываю свой тыл. Ой, я ж тебя уже слил, я. Где же ты, я тратил себя по КТ, я. Стабильно стал холостым, я. Чуть не погиб молодым.
плачет, плачет, как в песне Cry Me a River. И она плачет, плачет. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, силу себя на тебя. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, силу себя на тебя. И я без ствола, как без тебя. Буду без ствола, ла-ла-ла-ла-ла-ла, без ствола. Ақсыне 30 күніге ындықасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірайек супербилистері ойналар. Уан Тойота масына. Жокускайга 15 сир участыға онтондатын сынала билистер. Ойнитуға кыттар матамир мағығын сертификаттара Жокускайга улустарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Энджиагар. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Далбар хотун. Сахачақтарын манылах, ымылах, өрі тудар күндиада. Далбар хотун эдерген кылсоғыттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөк бүтиеттен, сенен сыллыр бәттен, үйнен сайдан тақсыр. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. Сети магазинов ДНС. Черная пятница! С 24 ноября по 6 декабря. Успейте поймать. Смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S. Всего за 29 999 рублей. И смартфон Oppo A91. Всего за 15 999 рублей. ДНС. Больше, чем кажется. Или нарға хоту соғыру ден арақсываққа үйелі қилейені кім қақытығытта сетімнеғын. Улу өбігелер бөт үтігестерін хеңеріне сылжар қақып бұтығар, сұрутың, ағың, соргута көтөксің. Мужчина с самого рождения растет опоясанный ремнем, к которому прикреплен спутник на всю жизнь – якутский нож. Верный друг охотника. Универсальное орудие труда. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Приближается самый волшебный праздник, и каждый из нас уже готовит список подарков для своих самых близких и друзей. В канун Нового года централизованная библиотечная система города Якутска решила порадовать учащихся республиканской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, номер 2. И сегодня в нашей студии пресс-секретарь смарт-библиотеки 203 Розалия Борисова. Роза, доброе утро. Доброе утро. Очень рада тебя видеть. О сути акции, да, о главных ее целях, кто может принять участие? Ну, как уже сказали, каждый из нас сейчас уже готовит список подарков для самых родных и близких. И мы тоже подумали, что мы можем внести какой-то вклад для детей, обучающихся в этой республиканской коррекционной школе, и собрать для них подарки. И подарки не просто сладкие, да, не шоколадки, не конфеты, а то, что будет действительно полезно и будет помогать им развиваться, развивать фантазию, усидчивость. И решили назвать акцию «Умный подарок», то есть это подарки, которые будут помогать детям как раз-таки развиваться. И каждый горожанин, жители города Якутска, ну и вообще неравнодушный житель, который, может быть, гостит сейчас в столице, да, может присоединиться к этой акции и подготовить для детей энциклопедию, там, пазлы какие-то,
какие-то, кубик Рубика, шахматы, какие-то развивающие игры для детей с 1 по 11 классы. Присоединились к нашей акции 7 филиалов нашей централизованной библиотечной сети города Якутска. Это и в Тулагино, и в Мархе, и по городу несколько библиотек. Да, со списком можно ознакомиться на нашей интернет-странице, в Инстаграм. Вот. И до 17 декабря в рабочие дни, в выходные можно с 10 до 5, с 10 до 6 подойти и передать эти свои подарки в нашу коробочку, которую мы каждый день, получается, забираем подарки, которые пришли, на карантин немножечко их мы убираем, и потом 18 декабря мы соберем все подарки, которые у нас набрались за этот период, и передадим школе. Конечно, с детками встретиться у нас не получится в этом году, но мы передадим, да, к сожалению, большому. Но подарки обязательно. Да, но подарки обязательно, конечно, ребята получат, и надеемся, что это будет хорошим подспорьем для того, чтобы они занимались и после школы, и развивали себя. Хочется отметить, что к акции начинают присоединяться и организации, чему мы очень рады. Дарит нам и игрушки развивающие, и книги. Очень хорошую энциклопедию про приключения Рублика мы получили, вот, о финансовой грамотности. Поэтому надеемся, что и горожане начнут присоединяться к нам. Тем более сейчас очень такая теплая погода стоит, и можно пройтись, прогуляться до 203-го микрорайона, подойти к нам. Не с пустыми руками. Да. Знаю, что подобного рода мероприятие, оно проводится вами не впервые, у вас уже был опыт, да, благотворительной акции. Вот о ней немного. Этой осенью мы впервые как раз запустили благотворительную акцию. Назывался он «Добрый портфель». Собирали мы для 2 коррекционных школ города Якутска. И очень рады, что так активно наши горожане среагировали на эту акцию, присоединились к ней. И мы вместе смогли за очень короткий период собрать более 100 килограмм школьных принадлежностей для первоклассников. Очень-очень горожане активно приносили и тетрадки, и папки, и акварель, альбомы. И надеемся, что эти акции у нас будут уже традиционными в канун 1 сентября, Дня знаний, и в канун Нового года. Но мы знаем, что библиотека активно сотрудничает и с другими организациями, да? Помогает нам как раз-таки в организации таких акций благотворительный фонд Харысхал. Они нам как раз объясняют, как можно сделать, как собирать, куда приносить, какие организации есть для того, чтобы как раз-таки они стали для нас тоже друзьями, да, и мы активно начинаем с ними работать, они нам тоже советом помогают, и сейчас тоже. Но уже приносят подарки? Да, начинают потихонечку приносить, мы очень рады, и вчера тоже в новостях об этой акции было сказано, и думаем, что и после сегодняшнего эфира большее количество горожан узнают и будут еще активнее. Роза, в конце года принято подводить какие-то итоги, да, строить новые планы. Мы знаем, что библиотеке в этом году исполнился год, и действительно был такой праздник. Что впереди? Да, мы очень рады, что в течение года у нас появились постоянные наши читатели, постоянные наши посетители, которые очень любят смарт-библиотеку, и даже сейчас в период пандемии приходят за книгами, очень много читают, и взрослые, и дети, мы этому очень рады. И, конечно же, как и все организации, мы перестроили свою работу на онлайн-площадке, перешли. И сейчас мы как раз готовим и работаем над 2 большими проектами. Называется, например, гид по образованию. Мы начали работать с Центром опережающей профессиональной подготовки, который тоже недавно в этом году открылся. И запустили как раз вот на днях курс по поиску работы мечты. У нас будут вебинары, будут задания, и уже 100 студентов у нас записались, и эти курсы у нас будут тоже постоянными. Весь декабрь у нас, получается, уже запланирован, в январе, феврале и так далее. Роза, спасибо огромное за участие в нашем эфире. Я хочу обратиться к нашим телезрителям, чтобы они активно приняли участие в благотворительной акции «Умный подарок» по адресу 203 микрорайон. Приносите подарки и помогайте ребятам. Удачного дня, хорошего настроения всем!